Салам алейкум, Радмир, еще раз. Салам алейкум. Ешь команда Слышно? сын как на работе. Ару барда. Слышно ма? Я тебя слышу, да? Ну, яхшы. Запись пошла, потом мы сохраним, если что будут, чтобы она, кто, который на работе, на учебе, чтобы они могли потом ох карман Ару. таламаган, чтобы могли. Потому что, получается, по Москве неудобно время, 3 часа. В основном наши стали на работе или на учебе в это время. Ағынадым. Ару. Өзің ару ме? Да, Аллах Үйде. шүкір. Так, Радмир, сол баяғы тема. В прошлый раз по звуку говорят, с твоей стороны было эхо было. Надеюсь, все хорошо. Білмеймін. Biraz громче только постарайся, или микрофонға yok. Былай ма? И Алях, в зубах не надо держать. Радмир, что расскажи про это, про библиотеку. С чего все начиналось, не с тобой осталось. Ну, это история такая. Я впервые увидел... Ну, давай начнем с того, что я начал увлекаться историей своего народа. А, И, естественно, появился интерес к книгам. Я читал художественную литературу. Это Василий Ян, Исаи Калашников, Есен Берлин. Такие произведения, исторические романы. Ну, они хоть и основаны на реальных событиях, но все же это романы, как бы. Дальше для развития нужно было что-то более серьезное, научная литература. Я стал интересоваться именно нагайскими книгами. Как оказалось, их достать достаточно трудно. Ну, сегодня как бы есть возможности уже знакомства, возможности финансовые. Раньше этого всего не было, естественно. Все было гораздо сложнее, никого не знал. В магазинах, когда я спрашивал о нагайской литературе, естественно, мне говорили, что такое не бывает. Вот. И в институте, где я учился, на втором курсе, я увидел в руках нагайки. Там нагайки учились со мной, они были по другим специальностям, они учились. Ну, мы все общались, как-то одна компания была. Я увидел книгу «Нагайцы» Калмыкова, Калиева, Киритова 88 года. Книга эта была Радимы Наймановой. Там была такая история, это, можно сказать, случай мне помог. Она принесла эту книгу своей подруге, другой нагайке, Альбине Унашхотовой, но Альбина не смогла прийти в тот день в институт. И я подумал, что я смогу взять ее на один день, а завтра, когда Альбина выйдет, я ее верну. Для меня это была такая маленькая возможность, маленький шанс хоть как-то прикоснуться к этой книге. Ну, я ее взял по честное слово. Дома я понял, естественно, что я не осилю все прочитать за раз, там более 200 страниц, 230-240. Я решил, что нужно сделать копию, оставить эту копию себе, а книгу вернуть. Вот первая книга была отсканирована так. Я до поздней ночи ее сканировал, утром я ее вернул, как и обещал. А оставшуюся копию я не спеша уже прочитал, у меня осталась копия. Я впервые тогда сделал книгу электронную, загуглил, как это делается, где. Ну и я потом решил, что раз я ее прочитал, и она редкая, то, наверное, нужно ею поделиться. И я ее отправил своим друзьям, стал записывать компакт-диски. Раньше это было модно. Записывать на CD-диски, DVD-диски информацию. И я их рассылал почтой России, там передавал через знакомых, вплоть до такого. Ну, такой был первый опыт. Это было начало вот этого проекта. А сколько лет тебе тогда было? 20, наверное, где-то так. Да, около 20 получается. Еще 20 не было, наверное, да? Ну, плюс-минус. На втором курсе сколько лет там бывает? Лет 20, 19-20 лет точно было. Помнишь, я показывал фотографию? Наверное, мы полностью расслабься қойып, наверное, да? Но сөздер қатыстырмай. Что потом бұл эфирді басқа ноғалар тыңлап қойған деді. Теріскей ноғалар, бұйыр төскер суласы возможно тылған деді. Қалай Что керек біздің солай диалекті, сөйлейік. просто біздің диалекті бар ноғалар аңламай ақ юртовскийлар бар еді, қарағаш ноғалар бар. Может, қиын болар еді оларға. Қобалар біз аңлар. Он қиынлығы көп жоқ. Бізде
халқымызда бар көп адамдар кім тілді былай да білмейді. Диалект болсын, жоқ болсын. Бой Орысша эфирді сөйлесек полностью от олар примерно слова болса, олар ну вот, но вот только как отдельно про этот трек что-нибудь да, придумаем. это более для широких Давай, масс русских оставался на русском пообщаемся. Радмир, помнишь, ты мне рассказывал, ты мне показывал фотографию «История Ногайской Орды», первое издание Трипавлова, распечатка. Вот расскажи об этом поподробнее, чтобы люди знали. Я тогда работал в одной компании, это был оператор сотовой связи, не оператор сотовой связи, салон сотовой связи. Дорос до определенной должности, когда у меня появились возможность как бы в офисе пользоваться там оргтехникой по своему усмотрению. Ну, я, можно сказать, был управляющим, скажем так. И я через служебный интернет прямо на работе скачал эту книгу на торрентах. Как бы она была на каком-то из сайтов по торрентам, я ее нашел, там скачал. И там же я на работе ее распечатал. Как бы я потратил много бумаги туда, несколько упаковок, и я ее Казенный. распечатал. Да, потому что я понял, что я ее не смогу найти. И вообще, забегая вперед, можно сказать, что книга до сегодняшнего дня очень редкая. Такое букинистическое издание, она как вышла, сразу стала библиографической редкостью. Средняя цена около 5000 рублей, если ты ее еще и найдешь. То есть, если найдешь, то еще можно купить за такую стоимость. Но ее сложно найти. Потом, проживая в Москве, я ее, естественно, нашел у коллекционеров и купил такое. Просто, чтобы она была. Но на тот момент, мне тогда было где-то 22-23, когда я распечатал эту книгу, я считал, что раз оригинала у меня нет, я обязательно должен себе сделать вот такую копию. И сшил себе скоросшиватель с файлами такую книгу. Забавный Я случай как, ты да. вспомнил. Я как-нибудь обязательно покажу фотографию. Кому интересно, будет в Инстаграме выложу. Я помню вот эту книгу в черной обложке, первое издание Трипавла. Отец принес домой. В продажу, когда она поступила, она была хитом у нас в Каранагае. Ее тогда продавали за 500 рублей. А 500 рублей тогда были большие деньги, потому что, грубо говоря, там за 2,5 рубля можно было купить мороженое. Стаканчик в 3 рубля стоил пломбир. А 500 рублей, ну, тогда получать зарплату 4-6 тысяч рублей. Это были большие деньги тогда считались. Вот за 500 рублей я помню до сих пор. Когда вот Рябовлов спрашивал про эту книгу, он говорил, знаете что, как у меня есть друг, как крымский татарин, в Крыму он работает. Когда он него спрашивал, ну как тебе моя книга, он всегда отвечает, замечательная книга, говорит, замечательная книга, на 100-й странице засыпаю. Ну, естественно, это академический труд, который полон ссылок, информации, дат, терминов. Ну, я бы хотел отметить такой интересный момент. Благодаря тебе мы узнали, что Трипавлов вообще стал нагаеведом благодаря нашему Бальбеку Кильдасову, да, Мускунбосу, Енетлибосу. Когда у них произошел вот спор на каком-то из научных форумов, и наш Атай стал защищать наше наследие, и тем самым он спровоцировал у Трипавлова вот интерес к ногайскому народу. Как бы, ну, условно такой наставником стал для него, таким толчком. Это очень важный момент, мне кажется, я думаю. Что интересно, когда я с ним последний раз увиделся в Москве, во время лета, он сразу меня спросил, с какого ты племени? Когда узнал, что я нагай, сразу спросил, с какого ты племени? Представляешь, он на такие вещи тоже внимание обращает. Я сказал, такой-то, такой-то. Он кивнул головой, что понял, типа. Это И такая еще, кочевая традиция, да? С тех да, да, веков да. Еще, спрашивать. если кому интересно, вот история Ногайской Орды, если тяжелая будет для новичков, он после этого написал Орду самовольную, такой, более такой публицистический Сжатый вариант. вариант. Да, для массового читателя. Вот ее, если что, вот имейте в виду, ее можно прочитать. Там история Ногайской Орды в кратком виде изложена. Орда самовольно называется, ее можно заказать в интернет-магазинах. Так, Радмира. И еще много людей интересовало в то время с электронными книгами? Или это были так любители? Любитель это был узкий круг друзей на тот момент. Ну, начнем с того, что у меня и такого широкого как бы кругозора раньше не было таких возможностей. И интернет был раньше не на таком уровне. Раньше только вышли первые одноклассники, которые были хитом.
где все стали объединяться. До Одноклассников было там ICQ, где люди общались, да, это вообще такие древние платформы. И вот этот круг, он был небольшой, но желание дружить, находить связи с другими регионами, конечно, было. Постепенно все это развивалось. Да, раньше вся молодежь тусовалась в Одноклассниках. Одноклассники, по-моему, появились в 2006 году. Я тогда окончил Честно, 11 не класс. помню. Да, ВКонтакте в 2007 году. YouTube в 2004 году. То есть вот эти ресурсы, которые мы все знаем, которые вроде как были всегда, они появились относительно недавно, в наше время, когда мы уже были школьниками и студентами. Мгм. Я помню, было такое приложение, не приложение, да, Java называется, формат Java. Я скачивал Java книги в формате Java на сайте kachka.ru на свой Nokia цветной фонарик. Вот здесь вот через маленький экран читал вот эти книги. Козин Ауртоп. Да, такие времена были. И вот что еще расскажи, вот повторим по новой. Встречу с Рамазаном Кирейтовым. Помнишь, когда ты настолько был заинтересован вот выходом новой книги, чтобы ты не дождался Да, где-то выхода в продажу и сам поехал к нему домой. в 2010 году примерно, может быть, позже, ну, 2010-2011 год примерно. Я увидел в Одноклассниках объявление, что кто-то продавал его книги. Так как для меня все книги о Нагайских были какой-то редкостью безумной, я сразу вот увидел этот номер. Там была, по-моему, стоимость этой книги. Я на тот момент был, я уже не помню, или студент последних курсов, или уже начал работать. Я вот собрался в поездку, созвонился с этим человеком. Оказалось, что его зовут Азнаур, и это сын Рамазана Хусиновича. Мы с ним договорились встретиться в Черкесске. Как-то я даже не подразумевал, что какие-то другие есть варианты, что он может не передать там через кого-то или почтой России выслать. Ну, э, сразу была какая-то, знаешь, цель именно посетить, поехать туда, получить ее. Я вот сам был настроен, я даже не просил каких-то других вариантов. Я говорю, я приеду и заберу. Я не думал о других вариантах просто. Мы с ним созвонились, и выяснилось, что это его сын, и, естественно, он предложил познакомиться с отцом. Рамзан Хусейнович Кириллов, Ятхан Ярахбосын, это, безусловно, как глыба, да, большое имя в нашей науке. Доктор исторических наук, профессор, я, конечно, сразу согласился. Для меня это было большое такое открытие, большая честь. Мы с ним увиделись. Он стал удивляться, откуда ты приехал, кто ты, с чего ты вдруг с таким вот интересом. Я ему рассказал, что я вот ищу книги нагайские, что мне это очень нравится, я вот хочу изучать нашу историю. Он похвалил, удивился, что я ради этого приехал к нему домой за этой книгой. Он мне ее подписал. Мы сделали фотографию памятную. Вот. Я ее приобрел, но в подарок он мне дал еще несколько нагайских книг. Просто за то, что я вот увлекаюсь вот этим всем. Среди этих книг я вот точно помню, была книга «Нагайский героический эпос» Ашима Сикалиева. Я ее, естественно, домой приехал и сразу же тоже оцифровал. Все, что мне в руки попадало, я сразу же переводил в цифровой формат. Такая вот интересная встреча получилась. В то время, получается, мы вдвоем параллельно искали книги по нагайской тематике, да? И на этой почве мы с тобой познакомились 10 лет назад, получается. Я вот нашел Мгм. переписку, там дата указана 17 августа 2011 год. Я даже могу зачитать тебе. Короче, я отправил тебе запрос Мгм. на дружбу, если сразу ответил. Ты сразу ответил. Вы прислали мне приглашение дружбы. С чем это вызвано? Я тебе тогда ответил. Я читал комменты под вашим статусом. У меня сложилось впечатление, что вы не из тех, кто равнодушен к своему народу. Раз так, так почему бы не держать друг друга на связи? И ты тогда ответил, в таком случае я очень рад дружбе. И с этого все началось. Так-то по-наивному звучит, но с другой стороны, это как по-другому быть не должно, потому что возраст такой соответствующий. Ну, зато это было искренне. Да, и с этого момента, получается, мы начали собирать вместе же книги над этим общим проектом, начали работать.
Ну и получается, где-то я оговорился в прошлый раз, когда презентовал библиотеку в школе, что 7-8 лет собирали. 7-8 лет я только женат, оказывается. А собирали где-то 10 лет коллекцию книг. 10 лет Ну, коллекцию да. собирали книг. И мы с тобой постоянно спорим. Ты считаешь, что это 500 с чем-то книг, я считаю где-то около 1000 книг, потому что они в нескольких местах продублированы, плюс еще туда входят выпуски газет. Да, Шөлет Маяга, да, Кызыл Байрақ, что-то в Ленин Делы, они ну меняют я название, пару периодически раз меняли. как бы Да, литературу просто не принимаю в счет за основу, беря книги как мгм, основное направление, поэтому мне кажется, что их вот именно мгм, столько. да, А то дополнительно. да, еще вот по поводу правообладателей, разъясни людям. Хороший вопрос. Ну, всем известно, что человек, написавший книгу, имеет на него права. Права эти длятся очень много лет. Там, если правильно помню, даже после смерти автора в течение 50 лет как бы права сохраняются за его именем, за его родственниками. Только потом эта книга может быть доступна для переводов, скачиваний там, и так далее, для использования. А, Тут немного нам облегчило работу то, что наша как бы, библиотека, она, скажем так, узконаправленная для нашего народа, для ногайского. И ногайские авторы, все, к кому я обращался, все с большим радушием давали разрешение. Как бы, наоборот, желаю удачи, успехов, присылая дополнительные материалы. Сложный момент здесь именно с авторами не нагайцами, а, которые, естественно, могут высказать, да, какое-то мнение, что это неправильно, если мы разместили их книгу. У нас на сайте, естественно, есть для таких случаев раздел для правообладателей, он называется. Ну, вот такой классический стандартный раздел на библиотеках, где любой автор, который желает высказать свою какую-то позицию, замечание сделать, либо потребовать удалить книгу, для него есть там информация. Соответственно, если к нам кто-то вдруг обратится, мы, естественно, спорить не будем. Если нужно будет, мы удалим это. Если получится приобрести права на эту книгу, ну, конечно, рассмотрим и эти варианты, чтобы все было официально. Такой вот момент. Некоторые книги, которые я выкладывал, где авторы не нагайцы, я указывал ссылку на первоисточник. Ну, можно сказать, что это такая, знаешь, я не могу сказать, что это снимет с нас ответственность, но немного обезопасит, я думаю, потому что я просто скопировал этот материал с другого сайта. Даже имея на руках оригинал этой книги, более лучший скан, как бы я знаю, что эта книга где-то уже размещена. Э, Я не знаю, откуда взяли те люди, да, на стороннем сайте ее, есть ли у них право на размещение или нет. Ну, ссылка на первоисточник у нас есть, как правило. То есть, если попросят у нас удалить, мы, конечно, удалим. Э, Как и любым людям, гражданам нашей страны, естественно, никому не нужны никакие юридические сложности, проблемы и так далее. Ну, в целом, я думаю, что договориться возможно. Наша литература, она узконаправленная в целом, малотиражная. Как бы большинство книг уже не продается. Новые книги, которые выходят, я их, ну, естественно, не выкладываю, чтобы вопросов не было. Даже нагайские книги, имея копии их, реально, я их не выкладываю, потому что у авторов все-таки это их хлеб, помимо, да, того, что это их как бы дело жизни, вот, они этому посвящают очень много времени, это сложный труд, я и ты пишем, как бы, да, работы, статьи, и мы знаем, насколько это тяжело, чтобы хорошую работу написать. Соответственно, если они получают за это материальную выгоду, прибыль, я считаю, что не имею права ее как-то забирать, э, распространяя их книгу бесплатно. Соответственно, если эта книга закончится, и она не будет продаваться, я, возможно, уже рассмотрю вариант выложить ее как-то. Ну, опять же, осторожно, постараюсь Да. связаться с автором и так По далее. согласованию с автором, да, обязательно правило у нас есть. И, Свой. да. Ну, правильный подход получится. Мы же изначально так и договаривались с авторами, что даже если они предоставят нам копии своих книг, мы ни в коем случае их не будем выкладывать до тех пор, пока весь тираж не будет реализован. Конечно. Это будет, да, более порядочно по отношению к их работе.
Вот, Интересный вопрос. Сложный. подписчик еще Спасибо. спрашивал, там много моментов было. Спрашивает, обратная связь с аудиторией, каким образом мы наладили? Ну, как правило, пишут в личку. У нашей платформы на сайте мы ее делали на конструкторе Wix, так называемая американская платформа, где удалось построить наш сайт именно так, как мы хотели. Платформ на самом деле много разных конструкторов, но вот именно на этой у нас получилось реализовать свои идеи. Там есть свое приложение специальное. Люди, когда регистрируются на сайте, они могут писать админу, могут по обратной связи оставить сообщение, и читатели оставляют множество сообщений таких, спрашивают какие-то книги, ищут учебники, например, часто. Тема учебников отдельная сложная тема. Вот. Ну и в личку в соцсетях, естественно, все пишут, кому что интересно. У Ну, нас интерес есть. у нас по статистике посещаемость сайта какая она сейчас, на сегодня? Ну, минимум в день 10 человек. Да. Это то, что я Ну, могу увидеть на надо еще сайте. подчеркнуть, что область многояведения – это очень узкопрофильное направление. Да, То есть но это я не бы каждый район отметил, что интересует. я как админ сайта, я вижу страны, вплоть до городов, откуда они заходят. География очень обширная. Конечно, можно допустить, что некоторые подключаются через VPN, который предоставляет IP-точку где-то в другой стране, как виртуальную. На самом деле он сидит в России, да? Но такие не все в любом случае. И я понимаю, что если высветится где-то там Бангкок или Мексика, что, возможно, это VPN. Но в целом это те города и страны, которые как-то близки к нашему народу. Турция, Казахстан любит посещать наш сайт Мгм. очень. Традиционно. Да, Башкирия, Оренбург, Саратов, Самара, Москва, Санкт-Петербург. Не говоря о наших а, ареалах проживания, где живут нагаи. Нагай – это Ставропольский край, Дагестан, Карачаево-Черкесия, не говоря о них. То есть очень большая география получается. Мгм. Объясни, пожалуйста, людям, как им скачать литературу с сайта. Ну, Саму на мой инструкцию, да. взгляд, Она простая, но на все мой равно надо взгляд, пройти. она, я, конечно, могу ошибаться, да. Но, на мой взгляд, она интуитивно понятна. Когда ты заходишь, выбираешь раздел, выбираешь определенную книгу, там нет такой кнопки «нажмите сюда» или «нажмите скачать», например, да, с какой-то красной Мгм. стрелкой. Там есть просто обложки. Нужно нажать на обложку, провалиться в нее, появится описание этой книги, и внизу будет значок с форматом этой книги. Это, например, PDF, Dежавю, Word. Ну, есть и такие некоторые работы вроде. Почему я говорю, Всячески что нужно, рекомендую. Мгм. Почему я говорю, что нужно уточнить вот этот момент, просто меня часто спрашивали, я говорю, книги можете посмотреть на сайте novokitab.com. А они потом в ответ спрашивают, а как ее найти? Как ее найти? Надо просто набрать Яндекс или в Гугле, вот и все. Ну, Сайт, по чтобы найти по поводу этому адресу. поисковиков, мы когда Не только принципиально открыли какой сайт, поисковик, просто надо набить да, Новая-Китап, и все. сейчас он, даже поисковик Яндекса или Гугла, я вот точно не скажу, один из них выводит при запросе нас на первое место уже. То есть от времени открытия, да, э, я не помню, как это называется у них, вот это вот, условно скажем, индексация, когда сайты по популярности, по кликам как бы входят в топ, да, выходят на самый верх. Вот на одном из ресурсов наш сайт на первом месте уже, а на втором где-то на Яндексе или на Гугле надо посмотреть. На другом поисковике он где-то там третий, четвертый. То есть, если вбить даже просто в поисковик какое-то название автора книги или сайта, мы сразу выходим в поисковике. Нас не надо где-то на десятой, шестой странице искать. Такой Мгм. важный момент. И вот еще спрашивают, как мы можем вам помочь? Пишут люди, как мы можем помочь? Или кто-то хочет желает сотрудничать, кто-то желает просто помочь. Я сам по себе такой человек, я очень не люблю вообще кого бы то ни было просить о чем-то. Неважно, это мелочь будет или какая-то серьезная просьба. Может быть, в крайнем случае, когда действительно сложится такая ситуация, я и обращусь к кому-то из близких за помощью. Ну, сам по себе я такой сложный, наверное.
Поэтому кого-то попросить сделать копию книги, оцифровать там или еще что-то, для меня это очень сложно, в крайнем случае. Как правило, я стараюсь сам за это браться, сам приехать, сфотографировать, если есть сканер, отсканировать, потому что я знаю, что это очень тяжелый труд, на самом деле, и нудный. Там, если это книжка на 100 страниц, это одна ситуация. Если это книжка где-то страниц на 500, то это очень тяжелый уже случай, это очень долго. Поэтому я не люблю кого-то утруждать. В плане помощи, если кто-то сможет, ну, сам без моей просьбы как-то откликнуться, сделать какую-то копию какой-то книги, не знаю, поинтересоваться, есть ли она у нас, и так далее, конечно, я буду рад. Со своей стороны, я хотел подчеркнуть, если те авторы, которые написали книгу по нагайцам или по нагаеведению, реализовали свой тираж, книгу, которую они выпустили, да, к ним большая просьба. Вот эти издательство им предоставляет в PDF-формате книгу, вот это вот в электронном виде пускай они скидывают нам, потому что Ну, тираж, это, когда будет реализован, нету смысла PDF-копии держать у себя. Лучше пускай скинут людям, потом, спустя некоторое время, мы по согласованию с автором выложим это в интернете, ну, чтобы это, их конечно, читатели могли, потому что книга же существенно тираж ограничен облегчило у бы, нас. да. Да. Просто мы малочисленный народ, нас всего лишь 100 тысяч. И плюс еще среди них очень мало тех, которые читают на нагайском языке. Те авторы, которые пишут на нагайском языке, у них книги, тираж книг небольшой, 300-500 от силы. Когда реализуется тираж, получается, не все успевает расхватывать. Да вот электронные книги как раз на таких моментах выручают, и тем более нагайцы сейчас разбросаны, живут по России. И писатели, по идее, сами должны быть заинтересованы в том, чтобы их читатель их нашел. Потому что многие не умеют налаживать обратную связь со своими читателями. В итоге люди ждут новинок, да, новинки выходят, а они не понимают, где эту книгу искать. Мгм. Понимаешь, в чем Ну, проблема? Вот да, поэтому это было бы одно хорошо, из если бы они предложений. проявили бы инициативу и сами скидывали копии книг. Вот это экономит Хорошее время и предложение. ресурсы наши. Да и расскажи про нашу коллекцию, которая есть у нас, что люди могут найти на нашем сайте, посмотреть, скачать. Ну, мы уже с тобой оговаривали о количестве книг, да, которые удалось собрать к Ну, в этому принципе, моменту. я имею в Мы виду, там выложили не разные все. направления есть. Из того, что мы выложили на сайте, ну, я не могу, знаешь, сложно очень книги делить на какие-то, скажем, важные, интересные, и Мгм. какие-то. Для меня они все важны, я вообще к ним отношусь, не знаю, как это сравнить, как корректно ли это Трепетно. будет, как отец, да, и дети мои, да, вот настолько большая любовь к этому делу. А, Все книги ценные, каждый автор достойно ее предоставил, как бы достойно ее Да. написал. Из интересного, из сложного, давай вот так вот скажем. Самая большая сложность это учебники, мы об этом как бы сказали коротко в начале беседы. По учебникам большая беда в том плане, что у них авторские права, о которых мы тоже сегодня немного поговорили, очень сложно реализованы. Это касается новых книг, новых изданий после 2010-2015 годов. Вот новые издания, они очень сложно как бы получить, сложно выложить. Там я пытался через знакомство узнать, что там за ситуация. Все авторы, которые есть по этим учебникам, единодушно сказали, что они не против. Но есть вопрос именно юридический. То есть вроде бы нагайские наши, да, филологи разрешили, но вот юридическая сторона, кому принадлежат эти авторские права, там как бы проволочка, так сказать, не получается. Ну, раз у нас такой вот эфир, и нас сейчас, либо потом посмотрят другие люди, я бы хотел тоже обратиться к общественным организациям, которые зарегистрированы и могут писать официальные письма, э, даже обратиться к нашим двум нагайским районам в Дагестане и Карачаево-Черкесии, к их министерствам культуры, образования и так далее, кто уполномочен вот именно в этой сфере провести работу, чтобы они написали официальное письмо и попросили разрешения для реализации этих книг. Эти книги у нас есть, возможно, не все, но большинство. Я уже сделал копии, отсканировал их, но выложить не могу. Вот такой парадокс.
как бы не хотелось бы, вот как говорилось, ни юридических проблем, ни нашим ногайским филологам проблем доставать, да, с этим, что на каком основании мы это распространяем. Есть у нас и старые учебники, но они в силу времени многие потрепанные, изрисованные, где-то не хватает страниц. А новые учебники, они, естественно, с обновленной информацией, актуальные данные, да, а, хорошо бы по ним именно учиться. Тем более у нас есть сложности вообще в целом с ногайским преподаванием. То есть тут ряд таких проблем у нас. Но перешагнуть через это мы не можем. Можно подпольно это делать, но зачем? Это же будет неправильно. Поэтому, если будет у кого-то возможность, пожалуйста, попробуйте решить этот вопрос. Я со своей стороны хотел бы дополнить, вот учителя, школьники, люди, которые хотят найти литературу для своих детей на ногайском языке, имейте в виду, что вот есть старые учебники, они на латинице, но их можно читать 20-х годов, которые Джанибеков, Курманалиев выпускали. Вот эти учебники у нас есть. И сколько по 100 лет получается, да? 27, 20 какой-то год у них. Ну, Вот учитывая, по что этим книгам, да, 2001 сейчас 22 год. по этим книгам можно готовиться. Есть ЛП, о них много разных вариантов, насколько там, ну, где-то 5 вариантов ЛП точно есть старых, 20-30-х годов. Вот по этим учебникам можно вот готовиться. Можно, чтение для внеклассного чтения, можно использовать переводы старые. В советское время было очень много переводов вышло. Помнишь, я тебе рассказывал Дюймовочка, сказки Андерсона, Дюймовочка, вот э, Тимуренко команда, Самуил Маршак, Толстой Лев Николаевич, Пушкин, Лермонтов. Вот сказки Пушкина, например, давно переведены на ногайский язык. Вот это много всего, материала очень много. Есть даже специальные книги, где по одному произведению переводили, сборники включали. Например, Алтын Кус. Есть такой сборник «Жар птица» переводит. Вот сказки, там русские сказки, там сказки разных народов переведены на ногайский язык. Вот «Алладин и волшебная лампа» на ногайском языке есть. То есть материала очень много можно найти. Может, есть там раритетный материал, мы их укладываем. Мы не можем выложить те, на которых срок авторских прав не истек. Но у нас есть литература 20-30-х годов, которую вполне можно читать. Сколько я знаю, их можно, да, выкладывать в интернете, читать. Такие работы без проблем, конечно. Да. Есть даже материал Карайдара Кузулгуль Дуана для любителя, потому что он написан арабицей. Выпуск, по-моему, 18 год арабица на нагайском языке. Помнишь? Не то, что на любителя, для специалистов, Для специалистов, скажем да. так. Кто хорошо владеет арабицей. Для них вот этот материал подойдет. То есть проявите инициативу, откройте сайт, покопайте, поищите что-нибудь. Там масса интересного материала. Для родителей, для школьников, для учителей как раз самое то. У нас, к слову, Карайдар и Кызылгуль я нашел скан книги на казахском языке в одной из библиотек Казахстана, переведенной на казахский язык. Понятно, что это какая-то копия, да, отсылка к нашему оригиналу, но сам факт, что наши произведения издаются на других языках, для нас это Да. тоже интересно, для нашей библиотеки. Кыз жібек, например. Я не нашел нагайский вариант, нашел казахский. Ну, Вот. казахский, казахская литература – это отдельная тема. Нет, имею в Она, виду, возможно, не подойдет под формат нашей беседы. не, я к тому, что это есть Но такой эпос, он Кыз жібек. Ну, а я понял, нагайский вариант мы еще не нашли. у них много литературы есть, да. И еще расскажи о географии поисков, помнишь? Опиши людям географию поисков. В каких городах, регионах мы искали литературу. Все начиналось с того, что где-то появлялась в интернете новость, что вышла такая-то книга, либо в газете. Мы могли прочитать объявление, что вышла такая-то книга. Естественно, эта книга почему-то так получалась архиредкая, какая-то из-за границы. Вот. Но у нашей библиотеки проекта был такой посыл, такой смысл, что нам интересно все, неважно на каком это языке, даже если мы не сможем сами это прочесть, возможно, появятся в будущем поколения, которые смогут ее перевести, воспользоваться для своих каких-то работ. Но им не нужно будет заново где-то искать в другой стране то, что уже не выпускается. Посыл был такой, что мы ее найдем, в нашу библиотеку, в копилку добавим, и когда понадобится, пусть наш будущий потомок ей воспользуется.
Из интересных книг, которые удалось найти, э, вот мы с тобой вместе как-то делали небольшой обзор на книгу «Ногайский фольклор», которая вышла в Грузии, в городе Тбилиси в 2013 году, если правильно помню. Нашел ее в Москве у коллекционера. Коллекционер же оказался посредником, и эту книгу высылали нам из Грузии в итоге. У этого же продавца я потом приобрел нагайцы Ставропольской губернии, книгу Фарваровского дореволюционную. Я не помню уже какой год, 901 или 907 год. Она оказалась небольшой, на самом деле, такая большая книжица. В электронном формате она есть уже давно в интернете. Вот, ну, я именно как коллекционер ее приобрел и за достаточно приемлемую стоимость. Вот. Это интересный такой момент. Книги заказывались в Турции, на турецких магазинах. Я через онлайн-переводчики составлял текст, что я такой-то хочу купить книгу, возможно ли доставка в Россию. Везде, в принципе, где я обращался, везде находил какое-то и понимание, и книгу как бы говорили, что где-то были продавцы, которые говорили, мы не доставляем в Россию, но если вам нужно, мы вам ее отправим. Вот такие были моменты. В Молдавии несколько книг. Вот хотел бы в прямом эфире поблагодарить нашего друга для ногайского народа Михаила Сыпчу, Гагауза, либо Гагауза, как правильно, вот, представитель такого народа, братского нам, который очень редкие книги достал по нагайцам. Это Авдарма, 450 лет истории нагайского аула. Это книга о родословии Кантемиров. Вот. Это те книги, которых в России нет. Они, конечно, есть у кого-то в частных коллекциях, в единичном, да, количестве, подаренные автором там где-то и так далее. Но в общем доступе этих книг нет. Соответственно, я там покупал, выменивал на другие книги вплоть до этого. Так вот мне привозили их из Молдавии, эти книги. В Англии есть книга. Не все книги удалось, конечно, достать, которые хотелось, но Дэвида Ханта «Легенды Кавказа» нам удалось как бы ее получить благодаря Дамиру Якубову, известному нашему музыканту, который, узнав о нашем увлечении, что вот мы собираем библиотеку, да, коллекцию, он просто мне ее в подарок выслал вот, ради вот этой нашей цели. Приобрести ее, наверное, было бы сложно и недешево, с учетом доставки из Англии и так далее. Но нам ее подарил в нашей библиотеке. У нас есть такая книга тоже. Интересная книга, вышедшая о романовских нагайцах, от Касимова до Романова, называется «Малотиражная». Эту книгу ты нам добыл в Ленинке тоже, если не ошибаюсь. Ну, сама она малотиражная, вышла, если правильно помню, где-то в Нижегородской области или в Ярославле. Такое именно региональное издание, которого ты не увидишь ни в Москве, ни тем более у нас в нагайских аулах, да, где-то в центрах. Вот. Но она именно о части нашего народа, о романовских нагаях, которые там были наемниками, да, служили Ивану Грозному и имели свой улус в составе Московского царства. Ну, я считаю, что это очень интересная история, тема, она абсолютно не изучена среди нагайской историографии, она как бы такое пока белое пятно. Вот эту книгу мы тоже достали. Да, много еще Такие мест на интересные книге, книги. которые вот, есть же любители, которые издают на свои средства книги в аулах, например. Вспомни Закира Юлбалдыева, который передал нам свою книгу в электронном виде «Народ Ногая», не «Народ», но как он назывался-то? «Сказание о Носим истории Нагаях». России. Да, «Сказание о Нагаях». Сказание о ногах, Он, это да, да, это я перепутал. он за несколько, книга Мясничкова, грубо говоря. Он этот не такой популярный автор, его книга большая редкость. Вот. Или помнишь книга из Сарасу, которая рассказывает про историю села Сарасу. Угу. Помнишь? Да-да-да. Она у нас Или, выложена. или книга, допустим, Ноғайдың қырық батырлары. Қырым Ноғайдың қырық батырлары. Это из Казахстана книга, да? Если правильно помню. Да, в казахи написали, но называется Ноғайдың қырық, как правильно, я прям Она дословно не называется помню, но там Ноғай имеется в виду жырлары. 40 богатырей крымских. Про них эта книга. Ноғай жырлары называется. И второе сразу идет дальше название Крымның қырық батыры. Двойное название такое.
Вот сейчас пишет, вопрос видишь в эфире? Мария Джамбулатова. Я очень хотел бы иметь книгу Карайдара и Козылгуль, написанную на арабице. Возможно ли это? Конечно, возможно, у нас копия Возможно, да. есть. Да. Мы со Мы, временем будем выкладывать. Да. да, если вам нужно для личного пользования, напишите мне либо Эмиру контакты. Я думаю, можно будет организовать в частном порядке э, именно для вас эту книгу. А в дальнейшем мы, естественно, выложим все на сайт. Все эти Да, книги, обязательно. я бы хотел отметить, мы их собирали не для каких-то там, не для какого-то личного развития, роста. Эти книги собирались для вас, для нагайского народа. Соответственно, все, что у нас есть, это все для вас. И для любителей нагаевед, которые интересуются историей Да, нагайцев. не все сразу получится выложить, как бы очень много. Технически на сайте, когда ты добавляешь книги, на это уходит очень много времени. Создание страницы, текст, загрузка этого материала. Ну, так вот он устроен. Возможно, есть какие-то легче варианты, либо мне не хватает знаний в области программирования, да, но как получается, скажем так, делаем. Это занимает время, поэтому часто не получается обновляться. Плюс у нас еще есть разные другие проекты, которые тоже, к сожалению, занимают время иногда. Мы вам отправим. Спасибо за вопрос. Возможно. Да, только напишите кому-нибудь, можно в Инстаграме прям написать. Мы вышлем вам. Да, конечно. Еще, Радмир, что я хотел спросить. Мне напомнили в очередной раз, чтобы зафиксировать вот эту мысль. Если что, вот этот сайт, он специально разработан для любителей своей истории, культуры, литературы, для самих нагайцев, чтобы они читали на своем родном языке литературу. Ее еще мы воспринимаем как музейный материал. То есть эти книги, они малотиражные, они вот, некоторые книги, они исчезли бы, если мы их в свое время не зафиксировали, не сняли бы копию. То есть нагайская история на самом деле интересуется только вот, то есть нагайская культура как таковой интересует только небольшой пласт специалистов нагаеведов и сами нагайцы. И за счет этого, из-за того, что история народа очень огромная, а численность небольшая сейчас, очень много белых пятен, очень много моментов, которые не дошли до исследователей. То есть это книги мы оцифровали и в помощь нашим ученым, чтобы им легче было находить редкую литературу. Помнишь, например, по Джанибекову? Да, Söz помню. казаться Джанибекова. Söz Да, в недавно сборник вышедший «Первая сборник. история», эта рукопись лежала в этом в НИИ в Почифу. КЧР. Потом, когда ее решили издать, мы предоставили им около 10 книг Джанибекова, копию. То есть эти книги мы хотели выложить со временем на сайте, но мы им передали, потому что должна была выйти книга, чтобы это, потому что эта книга копия не наша же, это принадлежит всему народу. Я не знаю, они пригодились или нет, но по факту мы много таких случаев, когда мы передавали людям, исследователям, ученым, учителям редкую литературу, которая помогла бы им по службе или по исследовательской деятельности. Таких моментов очень много, и они могут также сами самостоятельно искать на сайте мониторинг периодические книги. Там масса чего интересного, которое можно найти для себя каждый. Например, по дагестанцам я читал по одежде книгу, да? Вот кто интересуется нагайской одеждой, обратите внимание. Я читал книгу, я забыл, как она называется, ее тоже мы выложим как-нибудь. Там идет описание папахи, которая распространена у горцев. И горцы, там упоминает именно исследователь Горец, пишет, эти папахи назывались нагайской. Нагайская папаха. То есть те Безлида папахи, которые говорят, что Бабай типа они мы Богданович. переняли у горцев, на самом деле это уже они сами горцы называли ее нагайской. Это прям белым по черному написано. Вот, например, такой момент есть. Тоже на это надо обращать внимание. Или, допустим, Радмир, я тебе еще не говорил, недавно я нашел Эдыге на турецком языке. То есть Эдыге, который вышел в Турции на языке, оригинал на нагайском языке, ну, латиницей. В Турции вышла книга такая. Нет, не говорил. Вот. Почему ты То не есть не говорил книга, а вот про эту книгу? саму поэму я нашел в интернете. Кто-то, видимо, в тексте ее сохранил, обложки нету, выходных данных нету. Но сама поэма, сам эпос на турецком языке есть, получается. То есть два текста, турецкий и нагайский текст идут параллельные. Ну, Тоже находка. понял. Ты мне не рассказывал, к сожалению, я вот только сейчас узнаю благодаря этому эфиру. Ха-ха, Мне Миша, жаль, не что успел, ты, просто недавно нашел. мне жаль, что ты не рассказал мне. Мы отдельно потом это обсудим. Поговорим обязательно, да.
Радмир, вопрос от читателя. С какими сложностями вы сталкивались? Ну, я их уже озвучил, некоторые сложности. Это юридическая сторона по, по По пункту авторским просто правам. пройди, чтобы люди вот освежили свою память, если мы это озвучивали уже в эфире. Ну, из того, что мы не говорили, первая сложность была, у нас была большая мечта, большое желание, но не было знаний, как сделать сайт. Потому что, обращаясь в фирмы, компании, которые делают сайты, они, естественно, говоря на жаргоне, заряжали как бы, да, круглую сумму. И ну, на тот момент, когда мы только начинали это делать, да и сегодня это достаточно большие деньги, как бы не просто в этот момент решить. Соответственно, я учился на конструкторах, понимая, что финансово я не потяну покупку сайта, и, возможно, он будет не таким, который я его вижу, да. Я вот иногда даже чувствую себя в какой-то степени художником, когда я вот создаю эти страницы, добавляю книгу, что-то удаляю, редактирую. Это такой интересный творческий процесс сам по себе. Пусть он и технический, именно на языке программирования, где-то вот среди этих шаблонов сайта, но это очень интересно. Ну, мы как поставили эту цель, около 5 лет ушло на это. Конечно, были перерывы, какие-то другие проекты открывались, писались работы. Но в течение 5 лет удалось вот все-таки из разных Да. конструкторов, попробовав несколько, вот найти именно тот, который оптимальный, который я смог как бы вот создать то, что хотел. Вот это был очень сложный момент. Вот выйти именно к той точке, которая тебя вот устроит, удовлетворит, ну и даже понравится, как результат итоговый. Ну, еще один момент Таково хотел ушло. подчеркнуть. Да. Нагайцы, в первую очередь, и вот люди, которые вот, дети вот этих ученых, следователей и так далее, да, они должны научиться бережно относиться к архивам. Сами писатели, поэты, творческие люди должны научиться бережно относиться к архивам. Потому что часто такое бывает. Человек уходит из жизни, а его дети не ценят его материалы. И рукопись у человека пропадает. Например, я еще раз повторю то, что я на прошлом эфире говорил. Случай с Мусой Курманалиевым. Когда Муса Курманалиев умер, после него остался один-два ящика рукописей. Из-за того, что Ничего себе. его, как мне рассказали, я не знаю, как на самом деле, но как мне рассказал мой надежный источник, из-за того, что рукопись не берегли, а оставили в сарае просто, эти бумаги пожелтели и прогнили, получается, и полностью нечитабельны сейчас, и пропали, получается, в рукописи. А Муса Курманалиев, насколько мы знаем, он был совестливым человеком. Он много книг не выпустил, потому что говорили, что он стесняется выпускать книги, свои книги часто, потому что есть и другие люди, кроме меня, говорил. А в итоге вот это два ящика, получается, его рукописи пропало. Вот, пожалуйста, Очень жаль. много таких моментов интересных. Да, поэтому надо беречь архивы. Или, допустим, я переписывался с одной поэтессой, она сказала, такой-то стих я отправила в чате, посвященный нагайскому языку. Мгм. И я говорю, а где сам текст стихотворения, которое вы написали? Говорит, а я его не сохранил, говорит, это в чате сейчас поищу. Я говорю, это же ваши стихи, говорю, надо же сохранять, говорю, чтобы потом впоследствии, чтобы они не пропали. А она уже, получается, уже потеряла стих, который только что написала. Представляешь? В течение нескольких дней об этом уже забыли, текст это пропал, весь завис в чатах в виде текста. То есть Очень надо жаль. более Да. серьезно к этому относиться. Еще, Радмир, познакомил людей с другим полезным сайтом, помнишь, который ты мне рассказывал на днях? Он очень будет полезен учителям для иллюстрации и так далее, чтобы если при открытых уроках, когда будут организовывать всякие встречи, когда будут презентовать нашу культуру, вот эту иллюстрацию можно скачать с этого сайта, распечатать и показать людям. Оформить класс, допустим, да, или оформить выставку. Вот расскажи об этом, чтобы люди знали. Какой именно сайт? Я тебе много Сайт, где прислал. музейные экспонаты нагайские хранятся. Я его нашел буквально на днях. По-моему, на днях я тебе и рассказал о нем. Госкаталог называется. Если так и ввести в поисковике, он как бы открывается уже сразу. На самом деле нам помог найти этот сайт Абдулали Махсутов, наш товарищ, соратник, да, который показал изображение из этого сайта, там какие-то фотографии обложек. Естественно, это сразу заинтересовало.
и я нашел этот сайт, где это вообще выложено, где эти книги размещены. Как оказалось, некоторые книги у нас есть уже в наличии. Я смотрел вчера буквально. Вот. Ну, а сам сайт оказался очень полезным. Там очень много информации по этнографии. Там море просто информации. Музейные экспонаты, все какие есть в разных регионах, связанные с ногайским народом. Там около 2000 экспонатов. Это фотографии, иллюстрации, картины. Обратите внимание, вот исследователи, учителя, многоеведы, обратите внимание. Около 2000 экспонатов по разной тематике, который может Да, с полным подробным описанием и с местом хранения, пожалуйста. А я вот недавно нашел другой сайт, тоже я забыл, как называется, Санкт-Петербург, главная библиотека у нас есть. А, Российская национальная библиотека, что ли, как она называется. Там, вот там, допустим, есть оцифрованные газеты. мгм. То есть они потихоньку оцифровывают газеты. То есть вот эти газеты, там выпуски есть 700 год, 800 год, 1700, то есть 17, 18, 19 век, 20 век, начало Наша 21 работа с века. вами, Там очень много работа и оцифрованных нашего народа. газет, да. Там можно найти литературу о нашем народе тоже. Если есть исследователи, которые интересуются публикациями, пожалуйста, это непочатый край для наших исследователей. Это очень легко доступно. Просто должен быть интернет и компьютер, и все, больше ничего не требуется. Ну, как говорится, желание. Было бы желание. Да, было бы желание, да, было бы желание. Там масса очень, допустим, недавно вот ВКонтакте тоже нашел архив, ну как недавно, недавно отослал исследователям. Нашел-то пару лет назад ВКонтакте тоже случайно нашел записи, архивные записи начала 20 века наших сказителей, где поют разные этнические эпосы, например, Карадар и Кузулгуль. Там, я забыл, как они называются там. И там, вот ВКонтакте, даже элементарно ВКонтакте, даже такие материалы можно Наверное, найти иногда. стандартный Шура Батыр, Поплавной Да. Батыр, да? Да, вот, Таком вот плане. около 10 я вот нашел аудиозаписей. Вот эти, вот, кто ищет, тот всегда находит. То есть исследователям и учителям, ученикам, людям, которые интересуются культурой, самим тоже надо проявлять инициативу. Белых пятен очень много, нужно просто искать. Да, Напоследок, безусловно. Радмир, что скажешь, Радмир? А еще раз скажи, что ты говоришь? Напоследок, что скажем? Вроде мы все упомянули, да? Как скачивать, как искать литературу. Напоследок, я бы повторился еще раз. Ты затронул одну важную тему, что нужно беречь наши нагайские книги, книга, написанная на нагайцах, а, беречь эту литературу. Сегодня современное время такое, что да, мы вроде бы переводим их в цифровой формат, как бы идя в ногу со временем, да, такой у нас век сейчас технологий, век технологий, но ничего не сравнится все равно с оригиналом книги. То, что мы сохраним для наследия эти книги, это хорошо, но когда у тебя в библиотеке есть эта книга в оригинале, это самое лучшее, наверное, что может быть. Поэтому книги нужно беречь, потому что когда мы искали эти книги, мы их находили в разных местах, какие-то были на выброс, какие-то там грязные, испачканные, люди относились к ним очень плохо, неуважительно. Нужно их беречь. Возможно, вам эта книга не пригодится, но вашему потомку, вашему родственнику, кому-то она послужит еще. Пожалуйста, берегите книги. Это большая ценность. Знания, которые дают книги, эти знания, эти знания, это и есть опыт в жизни, который мы потом применяем в разных сферах. Я не говорю сейчас о нагайских книгах, да, а вообще во всех книгах. Весь наш опыт исторически идет из источников, из инструкций, книг. Э, Поэтому нагайские книги – это часть всего вот этого информационного мира. Нужно это беречь. Все, напоследок Все. хотел поблагодарить вот, от нашего лица всех людей, которые нам помогали. Это учителя, библиотекари, ученые, исследователи, писатели, поэты, творческая наша интеллигенция, многоеведы. Хочу поблагодарить всех, которые нам помогли с оцифровкой книг, которые помогли нам сориентироваться и словом, и делом. Хорошо. Не буду отдельно По кого-то самому выделять, все. потому что я забоюсь, что мы кого-то упустим. Те, которые нам помогли, они сами знают, Коллеги Булат. какой труд они сюда вложили. То есть то, что мы сделали, это не только наш, как грубо говоря, наше достижение, но это все появилось благодаря вот таким инициативным людям.
неравнодушен к своей культуре. Дұрыс Эмир, көп сау бол. Все, ярайды, Шақырғаныңа. жақсылық болсын, алла өртсін. Ярайды. Ассалаумалейкум. Новый халқым. Көршілерге Ассалаумалейкум. алла өртсін, давай, на связи. Алейкум ассалам.